Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня». В студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Пострадали жилые помещения и торговые площади. Из горящего дома в центре Якутска было эвакуировано 26 человек. Расскажем подробности происшествия. Обеспечивать безопасное прохождение паводковых вод. В скором времени начнется вскрытие рек на территории региона. Служба спасения республики ведет подготовительные мероприятия. Учреждение, формирующее нравственное и духовное здоровье выпускников. Воспитанники кадетской школы-интерната готовятся к празднованию Дня Победы. Якутяне почтили память солдат Красной Армии и наших земляков, героически погибших в годы Великой Отечественной войны при битве за Москву. Новое достижение для спортсмена страны. Василий Егоров сумел одержать свою первую победу на чемпионате мира по боксу. Из горящего дома в центре Якутска было эвакуировано 26 человек, из них 10 детей. Помимо жилого дома пострадали также торговые площади, находящиеся на первом этаже здания. На данный момент выясняются причины пожара и устанавливается нанесенный огнем ущерб. Подробности происшествия в следующем материале. По сообщениям очевидцев, пожар начался с кровли магазина, который находится на первом этаже этого же здания. Внезапно разгоревшись, пожар стремительно распространился. Огонь был такой силы, что языки пламени доставали до верхнего этажа. Органы дознания МЧС России проводят осмотр места происшествия, разговаривают с очевидцами. По предварительной информации, поступившей в наш орган, пожар начался с торгового здания ЛНР, и непосредственно после этого перекинулся уже на жилую часть. Одними из первых на пожар прибыли бойцы отделения Вячеслава. В это время кровля горела открытым огнем. Пожару была присвоена одна из самых высоких категорий сложности. В составе двух отделений выехали. По прибытию к месту вызова видели, что горит кровля. И происходило распространение по балконам верхней этажи здания. Подали 2 ствола Б на тушение. Произвели локализацию пожара. Прибывшие дополнительные отделения также были направлены на спасение людей, находящихся в квартирах. Из горящего дома было эвакуировано 26 человек, из них 10 детей. В спешке многие вышли как есть, оставив даже документы. Огонь застал жильцов врасплох. Это подтверждает один из жильцов, Евгений. Когда он понял, что случилось, вся квартира уже была в дыму. Спастись им позволили собственные знания и вовремя подоспевшая помощь. Задымление, дышать невозможно. Я как химик, я знаю, Дима, я намочил футболку, намочил. И побежал искать Танюшу. Нашел, вытащил ее на балкон, потом нас эвакуировали. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. На месте происшествия собрались все экстренные службы города, в том числе скорая помощь, медицина катастроф, полиция и Якутский пожарно-спасательный гарнизон. В ликвидации возгорания приняли участие более 60 человек и 16 единиц техники. Впереди еще много работы по выяснению причин, послуживших возникновению пожара, а также установки нанесенного огнем ущерба. Но главное, что благодаря оперативным и слаженным действиям всех экстренных служб города удалось избежать человеческих жертв. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск. Под руководством первого зампреда республики Дмитрия Садовникова состоялось заседание оперативного штаба по подготовке к пожароопасному сезону. В ходе заседания главам муниципальных районов поручено усилить подготовку населенных пунктов до наступления пожароопасного периода. В связи с обильными осадками и поздним сходом снега пожароопасный сезон в Якутии предположительно начнется с середины мая. Об этом на заседании сообщил исполняющий обязанности министра экологии Якутии Евгений Перфильев. Также он добавил, что в этом году численность лесопожарных формирований увеличена. В этом году мы на 150 человек увеличили численность лесопожарных формирований нашей республиканской авиабазы. Это авиационная охрана лесов от пожаров. На 150 человек постоянные сотрудники у нас увеличились. И в этом году у нас авиабаза будет 555 парашютистов-десантников. Это намного увеличит
оперативность тушения пожара и эффективность, так как все будут профессионалы. И также наше наземное формирование лесопожарное, это Якутлесресурс, численность мы увеличили на 84 человека. Также в скором времени начнется и вскрытие рек на территории республики. На протяжении всего движения льда по рекам Лена, Алдай, Амга, Вилюй и другие безопасное прохождение паводковых вод будут обеспечивать сотрудники Республиканской службы спасения. Подробнее расскажет Александр Хавренко. Якутские спасатели готовятся к одному из самых напряженных периодов в своей работе – весеннему паводку. В районы, где прогнозируется наименее благоприятная обстановка, будут направлены дополнительные силы аэромобильной группировки службы спасения Якутии. Начиная 8 мая выезжает группа. Вот первая группа – это оперативная группа номер 1 Ленск, потом группа Алдан, Амга, Татта. Вот. Ну и последующим уже в конце мая выезжает группа Колымской группы Лусов. 19-13 мая мы организуем перевозку взрывчатых веществ в количестве 8 тонн из Нижнего Бестяха до Среднеколымска. Во главе каждой группы стоит опытный спасатель, за плечами которого уже не один паводок. Во время подготовки к сезону пропуска паводковых вод спасатели проходили специальную подготовку, проводили учения, чтобы быть готовыми к любой ситуации. Не считая того, что в учебном классе проводится, в эту весну вот чисто десантные спуски с вертолета у нас 3 раза проводилось. Каждый десантник по 6 раз спускался, каждый выпускающий по 20 человек спускался с вертолета, управлял, работу водил с командирами. И на ограниченную площадку отрабатывали имитацию и спусков, и поднятие пострадавших. И кроме до вертолета где-то месяц, в общей сложности месяц, отрабатывали все наземная подготовка на полигоне МЧС. Всего на прохождении паводковых вод будет задействовано 145 спасателей, 25 единиц техники и 19 моторных лодок. Кроме основной работы, если ситуация будет далека от критической, спасатели будут проводить разъяснительную работу с населением, а также помогать местным жителям, в частности тем семьям, в которых мужчины ушли на специальную военную операцию. Александр Хавренко, Иван Сорокаумов, Якутск. В ходе рабочей поездки в республику министр внутренних дел России Владимир Колокольцев дал оценку работе якутской полиции по противодействию криминальным проявлениям на территории региона и поручил принять дополнительные меры по ключевым направлениям ее деятельности, в том числе по борьбе с IT-преступностью и коррупцией. Также Колокольцев встретился с личным составом госавтоинспекции. Глава МВД России потребовал от руководства и личного состава подразделения принять все необходимые меры для снижения аварийности и решения задач, предусмотренных федеральным проектом «Безопасность дорожного движения». Он отметил важность разъяснительной работы с водителями в районах с повышенным риском возникновения чрезвычайных ситуаций. В пресс-центре состоялась официальная презентация бета-версии сервиса психологической поддержки населения. Сервис будет включать в себя основную информацию о психологической помощи, а также содержать онлайн-консультации для большого охвата населения. В планах сервиса охватить и удаленные населенные пункты республики, особенно те, где наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Официальный старт онлайн-консультации ожидается в ближайшее время. Я считаю, он необходим сейчас для наших ребят, которые находятся в спецвоенной операции, чтобы они получали своевременную информацию. То есть им нужно, как тут у них семья, как дети, какая помощь им нужна. Поэтому я думаю, важность и значимость вот этого портала, я считаю, очень нужна. Мы в прошлый раз тоже обсуждали проект этого портала. И сегодня вот воочию увидим, как он будет работать на самом деле. С 2000 года свою деятельность ведет Якутская кадетская школа-интернат. За это время она зарекомендовала себя как учреждение, создавшее социально-воспитательную систему, способствующую формированию нравственного и духовного здоровья выпускников. Сейчас кадеты активно готовятся к предстоящим праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы. С ними пообщалась моя коллега Валерия Наумова.
Кадеты принимают участие во многих значимых мероприятиях, приуроченных к 9 мая. Это поздравление непосредственно ветеранов-участников Великой Отечественной войны, свеча памяти, традиционный концерт «Огни Победы» и многое другое. Всего в школе обучается 140 кадетов с 7 по 11 классы со всех уголков Якутии. Ежегодно выпускники выбирают направление силовых, военных структур и поступают в желаемые учебные заведения. Из них по профильному направлению поступает около 60%. При обучении мы делаем основной упор на специализированную программу, которая дополнена рядом предметов специфических, как военно-прикладная физкультура или же основа воинского дела. Основа воинского дела – это чуть более углубленная программа, нежели начальная военная подготовка, которая дается в школе. Вот. И такой достаточно серьезный упор мы делаем на физической подготовке наших ребят. Кадетская школа-интернат готовится к переезду в новое здание. На сегодняшний день ведется строительство нового учебного корпуса на 200 учащихся с интернатом на 125 мест. В учебном блоке расположатся учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, актовый, спортивный и обеденный залы и многое другое. А у интерната будет отдельный вход, оборудованный 4- и 5-местные спальные комнаты, медицинские кабинеты, душевые, санузлы, помещения для самоподготовки, кабинеты администрации и прочее. Сейчас мы занимаемся бетонированием цокольных этажей. Самое основное сложное у нас это дело. Потом будет полегче немножко, колонны 2-й, 3-й этаж. В общем, 3 этажа у нас будет. По срокам все нормально у нас, строительство движется. Все есть у нас, техника новая. Сами производим бетон, сами заливаем. Объект планируется сдать в эксплуатацию в конце текущего года. Ввод нового корпуса позволит увеличить количество ребят, которых будут готовить к служению Отечеству как на гражданском, так и на военном поприще. И уже в следующем году на парад, посвященному Дню Победы, Великой Отечественной войне, с праздничным маршем выйдут еще больше кадетов. Валерия Наумова, Павел Пахомов, Якутск. Всероссийская молодежная патриотическая акция «Свеча Победы», посвященная 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в столице региона 7 мая. Участники патриотической акции почтут минутой молчания память павших героев и выложат свечами слово «Победа». В этом году акция пройдет около Триумфальной арки на площади Победы в 20 часов. Сбор участников начнется в 19. 7 мая состоится Всероссийская патриотическая акция «Свеча Победы», посвященная 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Приглашаем жителей, гостей столицы принять участие. С 28 апреля по 9 мая на 4 площадях и на одном сквере волонтеры Победы раздают георгиевские ленты. И они радушно вам, так скажем, поделятся с вами интересными фактами о георгиевской ленте и расскажут о федеральном законе о приравнивании георгиевской ленты с государственным флагом Российской Федерации. Якутяне почтили память солдат Красной Армии и наших земляков, героически погибших в годы Великой Отечественной войны при битве за Москву. Торжественно-траурный митинг прошел у памятного знака в деревне Ельни Московской области. Все детали этого дня у Айсены Бурнашовой. Красные гвоздики как символ памяти. Их к монументу несут якутяне и жители Можайского района. Осенью 1941 года здесь началась битва за Москву. Одно из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны. Почти 63 тысячи было призвано, и более 38 тысяч остались погибшими и без вести пропавшими. Первые потери, наверное, самые страшные потери, мы в составе сибирских полков, якутяне, наши земляки, понесли, обороняя Москву в ноябре 1941 года. В ходе наступательной операции в Ельне сражались 2000 якутян. Их называли «хребтом Красной Армии». Светлану Ивановну война застала в 2,5 года. Прошло больше 80 лет, но по сей день для нее бойцы-якуты остаются примером доблести и мужества. Когда началась война, мне было 2,5 года. Поэтому я уже где-то с 4 лет вообще все помню. Когда под Подмосковье пришли якутские
стрелки, то это были самые, они, как говорят, белку в глаз стреляют, но это было так. Это снайперы, это были стрелки высшего класса. Гитлер планировал взять столицу, а затем молниеносно и всю страну. Но его планам не суждено было сбыться. Здесь располагался передовой рубеж Можайской линии обороны, которая защищала западные подступы к столице. Шли ожесточенные бои. Нашим солдатам удалось взять Ельнинские выступы. Эта победа принесла Красной армии крах всего плана «Барбаросса». Успех в московском направлении сыграл важную роль в ходе всей войны. Вермахт остановился в нескольких сотнях километров от столицы и развернулся в сторону флангов. Памятный камень воинам-якутянам был воздвигнут 22 года назад. И каждый год к его подножью благодарные потомки победителей несут живые цветы. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Ельня, Можайский район. В этом году исполнилось 90 лет почетному ветерану Алроса Георгию Балакшину с именем заслуженного геолога Якутской ССР, кандидата геолого-минералогических наук Георгия Дмитриевича, связаны открытия, которые стали историческими и революционными в масштабах не только якутской геологии, но и всей страны. В честь юбилея Георгия Балакшина Алроса присвоила его имя крупному ювелирному алмазу, добытому на Накынском рудном поле. С почетным ветераном встретилась и Марфирина Алексеева. Ну, видимо, так мне везет. Это на Нербинском рудном поле, кимберлитовом поле. Накынское называется поле. Трубка Нербинская. Вот так что я из Нербы имею нербинский именной алмаз. Родился Георгий Дмитриевич 2 апреля 1933 года, в то время еще в поселке Нерба. «Вся моя жизнь связана с геологией, родной нербинской землей», рассказывает Георгий. И даже родился он накануне Дня геологов. Именной алмаз стал для ветерана продолжением череды значимых, сочетаемых между собой событий. Масса камня 59,74 карата. Его добыли 6 января текущего года. Георгий Дмитриевич проработал в отрасли 58 лет, а начался его путь со школьной скамьи. Уже в 9 классе там появились у нас в Нербе геологи в Атамакинской экспедиции. И некоторые из них были из Московского геолого-разведочного института. Вот, встречаясь с ними, такое показалось, что такое таинственное, что-то они ищут. Тогда они не говорили, что ищут алмазы. Поэтому такие они были, какое-то таинственное сословие. Захотелось быть такими же, тоже что-то искать. Вот, оказалось, что ищут алмазы, это потом уже узнал. Вдохновленный геологами, Георгий поступил и окончил Московский геолого-разведочный институт по специальности горный инженер-геофизик. Добился распределения в родной поселок, где находилась центральная контора знаменитой Амакинской экспедиции. И в последующие 12 лет с коллегами изучал тайгу, верховья рек в поисках кимберлитовых трубок. Была создана такая арбайбытская геофизическая партия. Я был начальник партии. Вот, и мы передавали геологам геофизические аномалии трубочного типа, так назывались. Там они открывали кимберлитовые трубки. И вот порядка 80 трубок было найдено тогда в Анабарском алмазоносном районе мной. Ну, партией моей. Поэтому самые такие благодатные года были. Благодаря многолетнему труду геолога все интересующиеся алмазной промышленностью в стране и в мире знают, как искать коренные месторождения алмазов на сибирской платформе в Якутской алмазоносной провинции. В годы работы в Алроса высокий профессионализм, богатый опыт и уникальные знания Георгия Дмитриевича широко использовались на производстве и во многом позволили опережающими темпами развивать геологоразведочную деятельность компании. Он внедрил новые геофизические методы и технологии при поисках кимберлитовых трубок, благодаря которым открылись известные месторождения алмазов трубок юбилейная, Краснопресненская, Дачная. Карьерный путь Георгия Балакшина – яркий пример для местной молодежи того, как можно реализовать себя, при этом послужив во благо развития родной республики. Такая работа по привлечению местных ребят в промышленность и потом
их карьерный рост, вот можно начинать с меня, потому что действительно я вот в Нюрбе рядовым начал, потом стал начальником партии, потом оттуда вдруг меня это вызывают в Якутск как местный кадр. И, видимо, я тоже оправдал, потому что 20 лет все-таки бессменно работал главным геофизиком. В геологическом управлении тоже, руководя всеми геофизическими работами по республике. В Алроса Георгий Дмитриевич проработал вплоть до 2018 года. Сейчас почетный ветеран, пишет научные статьи и мемуары, умеет играть на многих музыкальных инструментах, даже писал песни. Геолог, костер и песни, они неразрывно связаны. С такими словами Георгий спел свою первую написанную в экспедиции песню под названием «Все дороги косыми дождями исхлестаны». Марферина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск. По социальным сетям Якутии распространилось видео со взрослым медведем, который появился на границе республики в Нерюнгринском районе у недавно открытой стелы в честь столетия республики. Специалисты отмечают, что в последние несколько лет случаи выхода медведей из тайги на федеральные трассы или к населенным пунктам нередки. И связано это в первую очередь с тем, что весной в дикой природе наблюдается истощение кормовой базы, и животные вынуждены искать себе пропитание у людей. Биологи настаивают на том, что нельзя подкармливать дикое животное. Это может быть смертельно опасно как для самого медведя, так и для человека. Если вы увидели на федеральной трассе или вообще на дорогах медведя, вы, конечно, можете его сфотографировать, не выходите из машины и ни в коем случае не прикармливайте его, потому что вот на Камчатке есть опыт, когда вывешивают аншлаги, написано «покормил равно убил». То есть вы приспосабливаете медведя к человеческой пище, и он уже сам, по идее, не сможет добывать корм в тайге, и он будет постоянно приходить к человеку за едой и создавать угрозу жизни и здоровья тем самым. Стадо оленей, привезенных из Нилькана в Якутск, пополнилось первым олененком. Новорожденного назвали Кандыкан. Она уже встала на ноги и постоянно находится рядом с мамой. Напомним, 20 оленей прибыли из Нилькана в Якутск в начале апреля. Оленей Раисе Ильиновой безвозмездно передали потомственные оленеводы Евгений и Николай Карамзины, которые в силу своего преклонного возраста уже не могли заботиться о животных. Стадо разместили в стойбище в районе Вилюйского тракта и обустроили ограждение. Сейчас, по словам Раисы, необходимо обеспечить безопасность стада, чтобы животные могли выходить пастись на территории рядом со стойбищем. Лидер российской сборной Василий Егоров из Якутии сумел одержать свою первую победу на чемпионате мира по боксу. Ему попался сложный соперник из Турции. Его следующим соперником станет Томоэ Цубой из Японии. Он чемпион мира 2021 года. Поединок состоится 7 мая. Василий Егоров вошел в состав сборной России как действующий чемпион страны. На ринге чемпионата мира в Узбекистане разыгрывают 13 комплектов медалей. Полгода прошло с момента открытия Алданского физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой площадкой. За это время лед на прочность опробовали около 19 тысяч человек. Не нарадуются наличию комфортных условий хоккеисты. Местные школьники с удовольствием записываются в секцию хоккея. На тренировках побывал Руслан Павлов. Ледовая площадка Алданского физкультурно-оздоровительного комплекса пользуется популярностью у жителей района. С утра до позднего вечера на ней либо любители покататься на коньках, либо тренировки хоккеистов. За полгода с момента открытия комплекса лед опробовали почти 19 тысяч человек. 19-летний Андрей Дубинец из Алдана уже год как в хоккее. Делает успехи и мечтает стать великим хоккеистом, как Александр Овечкин. Мне очень нравится хоккеем заниматься. Мечтаешь стать великим хоккеистом? Да, очень мечтаю. Я вот сейчас пытаюсь изо всех сил, чтобы хотя бы там какой-нибудь клуб перевели. Ну, да, хочется как Овечкин быть. Воспитанник секции хоккея из старшей группы Александр Ванчугов приезжает на тренировку в Алдан из соседнего Куранаха за 30 километров.
Но парня это не напрягает. Желание быть лучшим и тренироваться беспрерывно на закрытом льду сводит на нет логистические неудобства. Через день, то есть мы приезжаем так-то на тренировки. Один день тренируемся, один день отдыхаем. Ну и как, успехи? Успехи хорошо. Ну что, надо стараться, выигрывать на этом катке, на льду. С появлением крытой ледовой площадки Алданская федерация хоккея наверстывает упущенные годы, когда тренировки проходили на открытом льду, в холод, отчего желающих идти в хоккей было немного. Сегодня в секции по хоккею с шайбой 3 группы – младшие и старшие школьников и группа дошколят, которые встают на коньки в 5-6 лет. Детский сад есть, катается группа, как раз сегодня они катались с 9 до 10. Тренировки сейчас ежедневные, почти всегда. У некоторых 3-разовые тренировки, 1-2 класс. А которые постарше, 6-разовые тренировки в неделю. Ну, пацаны прибавляют, на глазах прям чувствуется. Ну и условия идеальные, конечно. Все довольны. Тренеры уверены, что через 2-3 года алданский хоккей заявит о себе не только в республике, но и за ее пределами. А мечты местных пацанов начнут сбываться, когда на них обратят внимание именитые хоккейные клубы. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. К этому часу это все новости, но мы продолжим следить за событиями. Оставайтесь на нашем канале.